Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз приготавливают кушанья из 7 преимущественно растительных продуктов. Наиболее известным праздничным блюдом является сумеляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы. Мы всех азербайджанцев во всем мире поздравляем с нашим любимым праздником, настоящим праздником весны Новруз Байрам. И желаем счастья, любви, здоровья, и чтобы в каждом доме улыбались, видя вот это праздничное настроение в Азербайджане. Мы вас любим, мы всегда с вами. С Новруз Байрамом вас, с праздником, родные! Миргуль и Гульнара – соседки. Они обе отличные домохозяйки и всегда заботятся о благополучии дома. Они обе экономят семейный бюджет, но по-разному. У каждой из них сегодня вечером будут гости. Но вернувшись, Миргуль обнаружила в своей пачке чая приличный недовес. А Гульнара уже уверенно ставит чайник. Миргуль бежит к своей соседке Гульнаре за чаем. И Гульнара с удовольствием делится чемпион Кения Сансет. Ведь чай чемпион Кения Сансет – это не просто хороший чай, а всегда правильный и точный вес в каждой пачке. Чемпион Кения Сансет всегда точный чай. Навруз не имеет никакого отношения к исламу. Этот праздник проложил путь объединению наций и народов после распада СССР, считает депутат Джугурку Кенеша Кыргызстана Садык Шернияз. Если во время Советского Союза у нас были связи на уровне решений политических систем, то эта душевная связь сыграла огромную роль в объединении наших народов, и это прекрасно. Мы должны сберечь этот праздник. Мы должны праздновать его, потому что сейчас он играет огромную роль в единении народов, причем не только тюркских, отметил он. Добавим, что 30 сентября 2009 года Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз. Кенегер туду шалтайды, элен чакка айланып жүргер. Өргүлтүгө өзүлбес, кая көрөр салымдуу жүрөгер. Канча жылдар өтүп барды. Кеним тутуш, каным жаңыз карындаштарымла жолугадым. Солун собурду угушадым. Сол жактарынан окшожодум. Оң колдорунан эсендешедим. Түр кабай болгон Кебирен Алтайга айылдап келсин деп, оңчолорун кычкырадым. Элчилерим Телекейдин 4 толугуна табышты жетиргер. Каңай Алтай ичинде эл оюн өткөрүлөр. Ырак Лачух Түрк албатыны алдырткар. Oyun yırgalga, kıçırgar.
Bayramыңыздар менен. Рахмат, чоң рахмат. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин мүдүрүмүн, профессор доктор Жанузаков Канат Чыныбаевич. Мен дагы бүгүн ушул биздин университетибизде окуп билим алып жаткан студенттерибиздин атынан, академицион агайларыбыздын, эжелерибиздин атынан, жалпы эле ошо биздин коллективдин атынан дагы бүт Түрк дүйнөсүндөгү биздин туугандарды, апаларды, аталарыбызды, эжелерибизди баарын бүгүнкү Норуз байрамы менен куттуктап кетким келет. Норуз байрамы Түрк дүйнөсүндөгү эң баалуу, эң барктуу байрамдардын бири. Бул күнү баардык тынчтыкты каалаган жаңы жыл менен бири-бирин куттуктаган жакшы майрам. Ошондуктан бүгүнкү майрамыбыз куттуу болсун. Түрк дүйнөсүндө дайыма жакшылыктар болсун, тынчтык болсун, майрам болсун, ден соолук болсун, жана ошондой эле чоң ийгиликтер болсун деп айткым келет. Жалпысына алганда биздин достугубуз улана берсин, дайыма биз алдыга жыла беребиз. Майрамыбыз куттуу болсун. Рахмат. Ayrılık көкчүк, жаңы жыл жакшылыгын баштай берсин. Эски жыл жакшылыгын таштай кетсин. Шириндик тартсын дилиңди, отко тазарт дилиңди. Алас, 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 ар баледен калас. Норуздун ушул күнүндө арча түдөп ар үйдө. Шаттык күлкү жаңырып, шаң жаңырсын көктөмдө. Жылуу жерден конучтап, бул жетим жесирге, мунусу карып мискинге, бу жетим жесирге, мунусу карып мискинге, бул ачарыкка, мунусу алсыз тарыкка, а бул тилемчиге, булары саламчыга, калгандары сизге, бизге, мага, үрөн септим жериме, дем кошулсун демиме. Шамияны шайлатып, кошо күзүн айдатып, ала жерди алтарып, Ulusumuz ayrı olsa da gönlümüz birdir. Yüceltecek bizi Manas dilimiz. Nevruz geldi dilekleri arzu etmek, birbirimize saygı sunmak zamanı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizi kutlamalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Butun O'zbek xalqi nomidan muborakbod etaman. Salam Kırgızistan, salam Türkiye'li. Türklerin kadın bayramı olan Novruz bayramı münasebetiyle sizi halkımın adından samimi kalpten tebrik ederim. Esenler olsun. Uzun arışkerip artılgan, keremettey ar birigö tartılgan, ütkön ümit, ak dilekleri işki aşıp, koşo kelsim, rızkısı, kalkındır. Sizlerdi bütkül Kırgız elinin adından Novruz bayramınızlar meni kutuktayman. Nevruz bayramınız kutlu olsun.
Nevruz meyramınızlar menen. Novruz bayramınızlar menen. Съемочная группа «Мост дружбы» побывала в семье афганцев в Бишкеке. Скажите, пожалуйста, вот на территории Кыргызстана сколько насчитывается афганцев, которые проживают здесь? И как они оказались в Кыргызстане?
Спасибо. Афганцев на территории Кыргызстана приблизительно, могу сказать, где-то около 1500. С этого 1500 есть афганские, которые умеют гражданство Кыргызской республики, умеют вид на жительство. Есть некоторые афганцы, которые постоянно статы беженцев. И также афганцев, которые бизнесом занимаются и торговлей. Как они оказались здесь? Они, вы знаете, эта история, могу сказать, что давно уже, это в 1974 году афганцев начали приехать на учебу. Учебу приехали там, и некоторые остался в советские времена, которые на учебу приехали и остались здесь, женились. Сейчас имеют свою семью здесь. Есть некоторые по бизнесам приехали. А в 1992 году, когда гражданская война началась в Афганистане, в основном это время приехали, когда убежали из войны, и они выбрали здесь, в Кыргызстане, потому что Кыргызстан первая страна Средней Азии, которая принимала афганских беженцев. И с тех времен до сих пор афганцы живут здесь как беженцы, как гражданин, как постоянный вид на жительство и так далее. И также живет. А скажите, еще массово где проживают афганцы? У афганцев в Казахстане есть, в Узбекистане есть, в Таджикистане есть, в России есть. И Центральная Азия, могу сказать, что везде афганцев есть. Да. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про афганцев как нации? Какие они афганцы? Ну, афганцы, знаете, по истории же видно, афганцев это народ, гостеприимный народ, очень хороший народ. Но ситуация такая, что когда вот начались эти войны, это других стран заинтересовано было, что выбрали в Афганистане делали такое, это же страна, которая сейчас только угроза, хорошего ничего нету. Скажите, пожалуйста, несмотря на то, что где бы он ни переживал, каждая нация это так, они обязательно продолжают свой язык, развитие, культуры, истории, вот где бы они ни жили. А как афганцы это делают здесь, живя в Кыргызстане? Вы знаете, в каждой нации есть свои обычаи, свои культуры. И должен сохранить вот свою культуру, свои исторические, это обязательно. И потому что для будущих детей, которые потом, что свои обычаи, свои культуры, свой язык он не забыл, должна вот это сохранить. А мы тоже старались, что афганцев, которые находятся на киргизской территории, и тоже сохранили свои обычаи, свой язык. Вы как вы смотрите сейчас, в данный момент мы встречаем Наврозу, и только такие обычаи, которые в Афганистане мы встречались, и тоже также здесь тоже отмечаем и встречаем. Ну, чтобы как афганцы заявить о себе, вы вошли в состав ассамблеи в Кыргызстане. Да, мы, вы знаете, там раньше здесь, когда у афганцев приехали, мы здесь открыли афганские фонды поддержки беженцев. И с таким моментом, когда мы приехали здесь, открыли, и мы много учились здесь, как жить, как это же, дальше будем жить. Поэтому потом мы в 2017 году мы решили там, афганцев собрали и открыли диаспору. И в 2018 году мы зашли в Совет Ассамблеи народ Кыргызстана. Афганистан тоже многонациональная это же страна. Поэтому мы тоже старались и что объединить свои этого народу, которые находятся здесь. И это мы прошли, вот это хороший результат нам давал, мы объединили. И кроме этого, мы для афганцев, которые здесь находятся, мы открыли учебный класс, который будет учиться на киргизский и русский язык, который им надо здесь. Человек, который живет на стороне, должна узнать их язык. А язык это есть национальный и официальный язык. Мы тоже, как граждане,
тоже стараемся, что наши, которые здесь живут, они что учились на киргизский язык, на русский язык. Мы вот это занимались, и наши женщины, в данный момент женщины учатся. Остальных наши дети все на школы ходят, русские школы, и киргизские школы, и даже турецкие есть там, они учатся. И обязательно свой язык должны знать. Да, мы свой язык тоже. Дети, которые сейчас маленькие, они в школу ходят. И мы тоже, для них тоже у нас планы есть. И мы с апреля месяца начинаем этого дела. Сейчас, к сожалению, вот такой вирус появился там этого по всех миру. Мы не можем собрать. Аллах даст, это пройдет, все будет нормально. Мы тоже там даем свои дети учиться свой родной язык. Это фарси и пушто. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали Навруз, как положено, проводите. Еще какие праздники есть национальные, афганские? У нас, вы знаете, праздников очень много. Не только афганцев, всех нас умеют разные праздники. Но в основном у нас самый популярный это Навруз считается. Навруз афганцев это очень давно это уже отмечают, потому что по солнечному календарю 1399 год мы встречаемся, вот буквально через несколько дней, которые 21 марта. И я сколько уже знаю, у меня 55 лет, и мы отмечали и отмечаем, и до этого тоже же. Это, потом Курбан Байрам, это и еще Рамадан, Байрам тоже мы празднуем. У нас хорошо же 3 дня там празднуют этого же. И других там есть там День независимого Афганистана, тоже же хороший праздник. И здесь тоже мы отмечаем. И бывает там еще день 8 марта тоже же отмечается сейчас в Афганистане. И есть там еще там, которые я сейчас в данный момент забыл, не могу вам сказать. Понятно. А есть историческая связь с Родиной? Да, есть. Да, историческая связь с Родиной есть. Поддерживают они вас? Ну, конечно, поддерживают. Поддерживают. Каким образом? Ну, по всей отрасли они поддерживают. Морально, материально? Ну, самое главное, сейчас в данный момент моральный. Морально. В данный момент моральный. Материальный, ну есть. Не будем говорить, что никто не поможет, но есть. Поможет какие-то, которые не расходы эти же там, они тоже помогут. Да. А скажите, пожалуйста, еще вот национальной кухни, скажем, афганцев, что готовить основном по праздникам? Вы знаете, что вот сейчас перед вас это есть, это Навруз, мы это, как сказать, это немножко торопились. Национальной кухни у нас очень много видов есть. Очень много видов. Допустим, мы можем сказать, вы тоже, наверное, где-то встретились, только мы с рисом можем где-то 20 видов плов делать. Разные. Главное блюдо плов у вас? Главное блюдо, да, у нас главный плов есть и национальный шорпа есть. Шорпа. Да. И у нас есть кичрукурут, называется, тоже там из риса делается. И курут, вы знаете, сузма, который делает. И это же, да. А сладости что вы назовете? Сладости тоже там тортики есть. Национальные? Названия, которые имеют? У нас хаджур есть, ширпера есть, джелаби есть. Джелаби очень популярный, это сладкий у нас. Все мир, который в Афгане, если кто-то попадает. Вот индийцев тоже есть, да, джелаби, по-моему? Индийский тоже есть. Ну, я думаю, что у нас вкуснее. Это у нас, это афганский, да. Это считается ваш национальный? Это национальный, да. Скажите, вернемся к диаспоре. Вот скажите, пожалуйста, к диаспоре не только вы мужчины, наверное, женщины в составе в диаспоре? Да, женщины тоже есть. У нас есть комитет по делам женщины.
Тоже там 5 человек это члены управления, одна голова, и они тоже числятся в диаспоре, они тоже активно занимаются, особенно на женские дела, праздники. Вот мы недавно отмечали 8 марта, это все делали женщины. Только мы пошли туда, поздравили, и все, остальных сами же. Наши женщины, можно сказать, что крепкие, чем мужчины. Кстати, у вас в доме кто хозяин? Женщины в основном рулят, или же мужчины, или мужчины главные? Вы знаете что, дома главное это женщина. Дома. Потом, ну, конечно, семья главное есть мужчина. Все-таки остается мужчина. Тоже остается, да. Мужчина это главное. Но... Последние слова за кем? Последние слова за мужчиной, я думаю. И женщины тоже там это. Мы 50 на 50 делаем. Сейчас такое время же. Женщины... Это из-за уважения или закон такой? Нет, это за уважение. Скажите, пожалуйста, мы сейчас где находимся, у кого? И что вы хотите нам показать накануне Навруза? Мы сейчас находимся с нашего афганского дом. Афганской семьи. Афганской семьи, дом Ханум Анифа. Она члены управления женские перед диаспорой, афганской диаспоры. Мы к ним находимся. И насчет Наврузу, который они приготовили, и на столе оставили же для нас, что мы будем попробовать. Вы тоже попробуйте, что как наша женщина хорошо готовит, нехорошо. Да. И как дегустатор, слова ваши будет. Сейчас на столе в первую очередь у нас авсин. Авсин это сухофруктный, который 7 видов от сухофруктов. Они сначала хорошо моют, намочит, потом оставляют сутки, 2 сутки, может там это что. Свои это, они как сладости, когда занесет, эти оставляются, вы можете вот видите здесь, это же там же. Фисташки есть, миндаль есть, орех есть, синджит есть, вот изюм есть, разные там 7 видов есть. 7 видов должна быть? Должна быть 7 видов. Если 6, тогда не получится же. Должна, вот, авсин это 7, авт это 7, да. А на буква С должна начинаться или как? Буква син, С, да. А скажите, как правильно называется это? Это афмева. 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 Некоторые афмева говорят, некоторые афсин говорят. А в Афганистане в основном афмева говорят. Дальше что есть? А вот это же, вы знаете, это же зерна, которые намочили, и будет этого, когда растет, с этого суманак делает. У вас тоже суменек? Суманак. У нас саманак. Но саманак, суменак также. Там, может, там это... По-сладкие скажете суманак, если по-афгански немножко жестковатый, саманак. Саманак. Вот это саманак, который тоже готово есть у нас здесь. Вы знаете, здесь орех даже есть. Да. Нечищенный орех. Вот. Потому что здесь, который долго же варится, поэтому что кислый убрать, они сосают за себя же. Это сосает. Потом сладкий останется внутри этого суманака. То есть не очищенный орех? Не очищенный орех, да. А главное блюдо, как еда, скажем, как блюдо национальное, что на Навруз? На Навруз там, знаете что, вот разные делается. Вот, допустим, в север в Афганистане они барашку режут там. Из мяса? Да, из мяса, мясной делает. В Кабуле там плов делает там. И... ну, разные там, потому что 36 провинций, с этой 36 провинций разные там это делается. Но если мы скажем в Кабуле, там, это в столицу, вот суманак есть, афмева есть, плов есть, суп делается, там это из мяса делается, у нас дупяза называется тоже там, хороший, это вкусный очень. И потом котлетки делает, ну, разные делается, да. Вот скажите, пожалуйста, вы приехали с Афганистана, да? У вас своя культура, свои традиции. И попали в Киргизстан. А вот в Кыргызстане что вас удивляло? Что вам понравилось больше? Как они, как народ, что вы скажете? Вам как живется в Кыргызстане? Честно сказать, вот
я как попался в Киргизстане, вот до сегодняшнего дня меня ни разу обида не было. Я открыто могу говорить, что я много стран был в мире. Вот, я никуда не уехал. Уехал, но временный. Европа много раз был, Азия был, Турция был, там, Дубай, много стран я был. Но выбрал, почему я выбрал? Потому что здесь у нас обычаи, культура совпадает. Потом народ, очень хороший народ. Здесь, вот, допустим, если мы уходим на улицу, никто нам не говорит, что ты афганец, я кыргыз или этого. Мы не встречались. Это не встречались. Поэтому, где там удобно, где там жить хороший, где там народ хороший, должна жить же. А там разницы нету, что это в Афганистане или Кыргызстан. Кыргызстан тоже мой родина. Я горжусь, что я гражданин Кыргызстана. Вы гражданин? Я гражданин Кыргызстана. Сардарбай, ваши пожелания всем кыргызстанцам? Во-первых, я всех кыргызстанцев поздравляю праздник Наврузу и пожелаю им здоровья, счастья, успехов, богатства. Мир и дружба. Мир, дружба и согласие. سلام برای تمام مردم قرقیزستان از صمیم قلب بر تک تک مردم قرقیزستان بر مردم افغانستان От имени афганских женщин, которые находятся в киргизской земле, тоже поздравляем. И также афганские нации, которые находятся здесь, им тоже поздравляем. Праздник Навруза. Спасибо. Azara